Мы уже на Буранице. Тяжковато, ребят. Тяжковато. Вот так вот. Фух. Вот так вот. Сразу лицо красное становится. Когда, блин, ходишь по снегу, жир тает. Только в путь. Фу, вот тебе физзарядка. Никакой тренажер не нужен. Так ходи на охоту, на рыбалку. Фу. И будешь здоровым. Вот так вот. Все, сейчас развернемся и к избушке той, что показывал. Пойдем к избушке. Возле избушки перейдем на тот берег и будем искать. Будем искать, не будем сдаваться сразу. Надо искать подранка, попытаться хоть найти. Два подранка у нас. Вот так вот. Все ништяк. Дела идут. Чуть-чуть я ошибся с ориентиром. Я думал, там луг еще будет, а там озеро, блин. И уже там дальше тайга. Не знаю, что-то у нас получится, нет. Вот эта изба, о чем я говорил. Здесь я буду переходить через речку. Здесь более тихое течение и может лед нормальный. Туда пойду. До той опушки где-то с полкилометра. И там уже будем искать. И там еще косачи сидели. Ветер усиливается, блин. Ребят, я буран там оставил. И без опаски даже я перешел эту речку. Здесь воды меньше на льду. И уже я на лыжах. И на лыжах, между прочим, намного легче идти. Ну, опа, ремешок только вот спадает. Все, ребята, я к подранкам. Может и удастся найти их. Не знаю. Вот избушка. Как-то я уже снимала эти избушки. Фу. Очки запотевают. Я вот подальше пошел. Где вот косачи оставались сидеть. Уже здесь никого нету. Куда-то улетели, наверное, вот тут болото большое. Они уже на лунг, наверное, улетели. Сейчас уже в лунг будут, ну, как бы заходят на ночь в снег. Кто охотник знает. Фу. Что-то следов ничего нету, блин. Ни перья, ничего не нахожу. Видимо, легкое ранение получается у них, для них. И улетают далеко. Сейчас возле речки буду спускаться там, через кустики. Зигзагом буду бродить. Дальше уже не пойду. Я уже так время теряю. Ничего не успеваю, ничего. И рыбалка, ничего не получится сегодня у меня. С этими косачами, блин. Вот ищи, где вот искать толком, не знаю. Улетели далеко, видимо. Крепкие они на рану. Может, ниже чуть-чуть попадания были. Но вот такой вот звук такой вот, ну, как хлопок. Слышно вот. Отличное попадание, но вот кость не разбивает пуля, вот и улетают. Если в крыло попасть, то, конечно, сразу они падают. А пока крылья не попадешь. Так, все, ребята, ищу я потихоньку дальше. Еще здесь зигзагом буду ходить по тайге. Здесь снег валится с деревьев, и не хочу здесь снимать. Ничего не получится толком. Вон какая чаща. И вот тут, вот по такой чаще буду ходить. Видимо, думаю, придется оставить. Где его найти? Где их найти, то есть? И даже ориентира такого стопроцентного у меня нету. Примерно вот так хожу. Примерно туда-сюда. Надеюсь, там у них. Если не найдем, значит, пускай такое легкое ранение для них будет. И живот хуй с ним. Так, о, блин. Так. Ну да. Бестолковая работа сегодня у нас. Вообще бестолковая. Нет. Где вот здесь найти?
хоть бы одно перышко для ориентира или крою там. Нет ничего, блин. Опа. О, вот так вот. Так. Нету. Одни листья тут. Все, наверное, оставим. Потому что мы много уже потеряли сегодня времени. А толку от этого нету. Не наш день сегодня, что там. На любой охоте там потранки всегда бывают. Но вот здесь все это место заливает весной. Все в воде тут. Так. Все, ребят. Буду закругляться. Здесь поднимусь эту гору и туда еще круг там сделаю. Небольшой кружок там сделаю. И все. И к Бурану обратно буду возвращаться. Так что будем что-нибудь на речке делать. А здесь, походу, не наш день сегодня с ружьем. Если везет, так везет. Если нет, так бесполезно что-нибудь делать. Искать, ходить, стрелять. Так. Все. Шабаш. Нашел старую лыжню. И нам по пути. Напрямик уже возвращаюсь к Бурану. Все. Бесполезно искать. Наверное, там легкое ранение там. И сейчас я перекур небольшой сделал. Перекур. Там вообще ужасно я вспотел. Пока туда-сюда бегал, ел, искал. И пока отдыхал там, просмотрел свои выстрелы. И видимо, вот так касательно тоже пуля прошла. И даже чуть-чуть я смотрю, как и осенью у меня пуля идет влево. Блин, надо конкретно пристрелять оружие свое. Оптический прицел особенно. Что-то не то. Вроде как левее бьет. И что первого косача чуть-чуть ниже и левее пуля ушла. Как я смотрел. И второй косач заречье, который на метров 150 где-то вот. Как и говорил. Там, короче, пуля тоже первая, я думал, попадание. Такой звук тоже был. А при просмотре своего видео я думаю, там ветки, наверное, как-то возле косача пуля прошла и ветку попала. А второй попал. И такой звук у меня был. Я когда стрелял, слышал, как такой звук. Хлопок такой. Ну, видно, что куда-то ниже, под живот пуля попадает. Ну и расстояние, конечно, уже не для мелкашки уже это. 150 чуть-чуть далековато. Ну, постреляли и нормально. Смотрите, семена у елки. Вот семена. Где-то белки шишкуют тут. Белки вон. Это уже семена от шишек. И кругом лыжня. Тут, видимо, тоже косачей кто-то гоняет. Где-то пару дней назад, наверное, приходил. Чуть раньше меня. Кругом он туда идет. И тут недалеко уже болото. Может быть, даже к болоту ходят там на лунках косачей, чтобы стрелять. Вот так. Ну, сейчас я быстренько поставлю второй ветель. И если время останется, еще порыбачить. Ну, не знаю. Что-то я время потерял с этими косачами. Зачем я за ними гоняюсь? Ну, как-то для интереса. Хоть поснимал немножко свой выстрел.
Но когда стреляешь и снимаешь, вряд ли когда что-то попадается. Не знаю. И, как сказать, ну обычно я очень не люблю боровую дичь ловить, они тогда вкусные. А сейчас они уже запах почки уже, вот березовой почки уже запах в мясо невкусно уже зимой. Так что надо охотиться когда? Осенью. А весной не надо их трогать. Сейчас охота закроется, и я ружье на боровую дичь не возьму. Никогда на них не хожу. Ни на тока, ничего. Это раньше после армии еще бегал как-то. Надоело это занятие. Не мое. Я любитель их стрелять боровую дичь осенью. Вот так. Но не могу я мимо пройти и не поснимать еще вот избу. Вон красавица какая. А сколько венцов, вот какие у нас высокие избы. У всех такие. И когда в избушку заходишь, не надо нагибаться там или еще. Потолок у всех высокий. Ну, где-то от головы еще сантиметров 15 минимум. Вот так вот. И вот эта красавица тоже. Это как бы здесь охотники обычно весной охотятся, осенью, а зимой редко когда. Ну, может, на ночь там придут, а редко когда здесь ночуют. Обычно весной, осенью, летом рыбаки, охотники. И тут рядом вот еще. Ну, раньше я снимал уже черная баня, вот амбар, как и у других избушек у нас возле нашего села. Ну, недалеко. Ну, вот наши охотники как строят. Там еще старая баня, тоже баня старая. Еще помнится, там вот охотник, старый охотник был. У него избушку тут у него сгорела, и там он ночевал в этой избушке. И он тоже спускался с верхней избушки своей охотничьей. И собака у него, собаки щенки уже были. И я думаю, оставь, говорю, мне одного щенка. И, короче, такой верный щенок мне попался, такой послушная собака, сучка была тоже. Марта имя. Ну, кличка Марта. Вообще классная собака. И работала по уткам. Лучше спаниеля. Вот утку приносила мне. Вообще рабочая собака была. Вот воспоминания вот какие-то. Вот я увидел эту баню. Ну, баня и вместо избушки там еще ночевали. Все, приходилось ночевать, прежде чем построили вот эту избушку. Но это уже сыновья построили, а самого хозяина уже нету. Не знаю, от чего там избушка сгорела, но как-то сгорела избушка. Опа! Вот так. Ну, смотрите, сколько венцов. В Сибири как-то вот ну, низко избушки стоят, а у нас все такие вот высокие. Ну, удобнее там жить. Не надо нагибаться там. Бояться, что ты потолок тупнешься или... Я не знаю. Опа! Блин. Вот так. Я уже возле речки. Можно сказать, такой круг сделали. Вот. Мы пошли туда, там кружили, где вот выстрелили наши. Еще вот на озеро туда сходил. Ай. Это дурость искать в тайге упавшую птицу и снег. Он зароется, не увидишь. Надо искать уже, когда верняк он упадет. И то иногда бывает, упадет под дерево там, блин. Придешь, а там одно место там еще улетает куда-то. Выносливые. Косачи самые выносливые из боровых дичей. И по просмотру я увидел, что пуля у меня пошли чуть ниже. Ну, легкие ранения получила птица. Но будет жить. Это я понял. Здесь я уже буду переходить на лыжах, потому что... Блин, чуть не упал. На лыжах, потому что здесь на льду воды мало. Вот так-то.
Забурились мы, ребята, вот тут. Вот смотрите здесь. И вроде снег не глубокий, но буран набивает, и чуть газ сбросил, и все, сразу еле вышли, блин. Спотел. И прицеп тоже там уже как бы снега навалило, снизу там тоже прилипает снег. Что-то тепло у нас. Вот это отдышка у меня появилась, блин. Ага. Так, и сердце может остановиться, блин. Вот это да. Хорошо. Такая усталость сегодня будет, такая классно. А сейчас уже, когда по целине будем ехать, вообще газку. Никакой остановки не будет, только газу. Чуть газ бросил, все, сразу садишься. Набивает кругом, блин. Все, ладно, гусяки не видны. И как в комментариях писали, что ремень, наверное, чуть-чуть надо уже. Ну, как бы там шайбу, наверное, оттуда надо убрать. Там, как в вариаторе там шайба есть. Ремень, наверное, чуть-чуть уже износилась, и эту шайбу надо убрать. Немножко отдохнуть, и надо еще один ветель поставить, и все, шабаш. Хотел 3 штуки поставить, и 2 хватит. Нормально, как в бане натуре. Ребят, я на избе отдыхаю, уже переоделся, там штаны все сырые, всю одежду снял сырую и уже сухую одежду надел на себя. И уже скоро закипит чай, буду пить чай, немножко пообедаем и дальше будем заниматься своими делами. И может на рыбалку. И вон смотрите, как я кипячу чай. Вон тарелка, в тарелке вода. Воду я привез в этот поход в полторашке. С собой я взял. Ну, не стал уже там на речку спускаться, там крутой берег и все замело, там море снега, в общем. Я полторашку взял, и нам хватит, в общем, вдоволь. Полторашку выпьем горячего чая. Там яйца, голубцы, еды много, как всегда. Целый ящик на один день приехал, а целый ящик у меня еды. В общем, никак не могу научиться, чтобы в меру взять еды.
Так что уже скоро закипит. Скоро закипит. Будем пить чай. Закипает. Наконец-то дождались. Минут 15, наверное. 15 пришлось ждать. Я не знаю, почему так долго, но наконец-то закипело. Все. Сейчас уже будем пить чай. Вот такой костер у нас. Современный костер. Видели? В избушке. Раньше костры сжигали, а сейчас вот так вот. Все, кипит. Чай закипел. Кипяток. Сейчас будем пить чай. Варить, в общем, ребята, я ничего не стану. Открыл кашу гречневую. Кашу гречневую. Ничего подогревать не буду. С горячим чаем. С горячим чаем буду кушать, пить чай. И весь обед у меня будет. Также есть у меня еще яйцо. И мне вот так хватит. 2 яйца, хлеб, каша и чай. Несколько кружек выпью. Бич-пакетом баловаться сегодня не буду. Есть каша. Вот такой обед.